Монди СЛПК успешно завершил важный этап модернизации теплоэлектроцентрали. В эксплуатацию запустили новый кривой котел, паровую турбину, а также усовершенствовали распределительную сеть. Все это позволило выйти на более высокие экологические показатели. Ксения Лосева о современных технологических решениях. Вот так выглядит самый крупный в России паровой котел по сжиганию отходов целлюлозно-бумажной промышленности. Отныне он будет работать на экологическое благо республики. В качестве основного топлива возобновляемые источники энергии, кородревесные остатки и обезвоженный осадок сточных вод. Показатель надежности объектов сжигания увеличен до 98%, а выбросы в атмосферу углекислого газа благодаря новым технологиям и вовсе сокращены более чем на 200 тысяч тонн в год. Мы это сделаем для республики, для наших людей, которые рядом с нами живут, и для компании, которая является нашим партнером, который с нами работает. Почему мне это очень важно? Потому что это зеленая энергия. Это наша стратегия, это наше мышление. И мы хотим, что часть зеленой энергии еще увеличится. На сегодняшний 40% стремимся больше увеличить этот часть. Размер инвестиций в проект – 135 миллионов евро. Модернизация была запущена в 2017 году. К этому моменту основному фонду ТЭЦ Монди СЛПК исполнилось более 50 лет. Она была введена в эксплуатацию еще в 1966 году. Все это время она не только поддерживала бесперебойную работу самого целлюлозно-бумажного комбината, но и обеспечивала теплом и горячей водой около 60 тысяч жителей Эжвинского района. Теперь мощности, а значит и возможности, значительно увеличились. Для сравнения, мощность генерации, которая была установлена и работала на биологическом топливе до реализации проекта, составляла 2 турбины, это 12 мегаватт и 27. Сейчас установленная мощность новой турбины – это 84 мегаватта. С моей точки зрения, это еще один шаг к более стабильной генерации и снабжение электроэнергией высокого качества. Что важно, вырабатывать тепло и электроэнергию ТЭЦ теперь будет не только из остатков собственного производства, но и других предприятий, у которых своей инфраструктуры для этого пока нет. Как раз именно о таком подходе, расширенной ответственности производителей за утилизацию отходов накануне в послании Федеральному собранию говорил и президент страны. Данный проект на сегодняшний день является, наверное, для республики ярким примером того, как и господин Певер заявил о том, что они выполняют в первую очередь все обязательства перед республикой с точки зрения обеспеченности теплом и электроэнергией части территории республики, а также несут на себе очень высокую экологическую нагрузку и ответственность. К слову, это лишь первая ступень долгосрочной программы модернизации энергомощности компании. На сегодняшний день Монди СЛПК приступил к предварительному проектированию по второму этапу. Он будет включать в себя установку нового газового котла и паровой турбины. Ксения Лосева, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.